Мы стоим в центре Чикаго. 8 лет назад я и не думала, что я буду здесь жить. Мы находимся в самом центре финансового дистрикта Чикаго, даунтаун. Перед вами Федеральный резервный банк. Телеканал «Пирамида» бүгін сіздерді қонақта. Наша сегодняшняя участница – это девушка, которая работает в Федеральном банке Чикаго, Джамиля Каипова. Смотрите нас, будьте с нами. Здравствуйте! Рад вас видеть. Спасибо, что согласились принять участие в нашем проекте телерадиокомпании «Пирамиде. Американская мечта». Надеюсь, что у нас будет очень образовательная, полезная беседа. Здорово! Каипова Джамиля Эмильбековна родилась в 1987 году в городе Бишкек. Училась во французской гимназии, параллельно изучала языки. Закончила Бишкекский гуманитарный университет, Кыргызско-китайский факультет, IT-инженер в Федеральном резервном банке в Чикаго. Замужем, воспитывает 2 детей и в ожидании 3-го. Жить в Штатах и работать в одном из самых влиятельных банковских систем мира. Федеральный резервный банк – специфический региональный банк США, созданный на основе закона о Федеральном резерве. Составляющий основу из 12 региональных банков, один из которых находится в Чикаго. Там же торговая палата, US Bank, Chase Bank, финансовая корпорация и так далее. И это знаменитый район Чикаго, куда приезжают смотреть туристы со всего мира. И я вам дальше покажу. Внутри здания есть 12, вот прям как заходите в холл главный, там 12 колонок, статуй, которые символизируют 12 банков США. Очень красиво внутри. Получив высшее образование БГУ на Кыргызско-китайском факультете, поехала на стажировку в Китай. Проработав в международной торговой компании 5 лет, Джамиля познала другую культуру. На этом не остановилась, подала на грин-карту и с первого же раза удача. Так и переехала в Штаты. Семья первое время жила в самом Чикаго, штат Иллинойс, но в 2020 году весной купили дом в пригороде Шамбург и переехали. Мы как раз вот сидим в центре Чикаго, на высотке Трампа. Хотел бы задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как получилось, вы как вообще приехали в Америку и с чего начиналось? Я расскажу немножко о себе. Я родилась и выросла в городе Бишкек. Училась я во французской школе-гимназии, параллельно изучала языки. У меня в тот момент второй язык был английский, и я всегда с детства мечтала, буду жить за границей. Я мечтала о Франции. Вот. Когда я школу закончила, я поступила на Бишкекский гуманитарный университет, на Кыргызско-китайский факультет, учила китайский язык. И далее нас отправляли на стажировку языковую в Китай. Я поехала вначале в город Сиань, проучилась год, потом переехала в Гуанчжоу, устроилась в торговую компанию и там путешествовала по Китаю, Шанхай, Пекин, на фабриках работала, очень интересный опыт получила. Через 5 лет пришло время возвращаться, я приехала в Кыргызстан. И у меня в тот момент моя родная сестренка, она уже жила в Нью-Йорке много лет, и она мне всегда говорила: приезжай, здесь классно, давай жить в Америке. Вот, заполнили грин-карту, и я с первого раза выиграла. Вот так мне повезло. В тот момент я с супругом, у нас были, получается, отношения, мы решили пожениться и вместе приехать. Вот, приехали мы 8 лет назад, уже 8 лет здесь живем, у нас 2 детей, сейчас мы ожидаем 3-го. Вот, работаю я в сфере IT, я вам только что показывала свой офис, я уже с 2018 года, 4 года работаю, супруг тоже в IT.
Американцы работают очень систематично, у них все расписано, у нас графики. Работа здесь, я бы сказала, в Америке все сделано для людей. То есть те же бонусы на работе, все условия, тут очень комфортно и работать, и жить, и также детей растить. Вообще, вот, когда устраиваешься на работу или едешь в какую-то страну, чтобы зарабатывать какие-то деньги или учиться, какая цель и какая вот были надежды, что здесь у вас получится мечта и сбудется ваши цели, да? Я очень надеялась на свое знание языков. Как я говорила, я вот французский, английский изучала, китайский. В Китае я учила арабский и турецкий. То есть я знала, что чем больше языков ты изучаешь, тем больше двери у тебя открываются, и в будущее ты идешь более уверенно. Это спасибо моим родителям. Они меня как бы записывали с детства на всякие курсы, и я вот сейчас вижу, что все сделано не зря. И мои вот эти навыки по коммуникации, вот то, что я, допустим, прожила в Китае, я там на разных языках разговаривала, и это мне дало эту уверенность, чтобы я не побоялась пойти и вот пройти интервью и устроиться на работу. И такой же я бы совет дала вот молодым мамам и молодежи учить языки. Ну, неважно, какой язык или страну вы выберете, когда вы изучаете что-то новое, у вас больше возможностей открывается. В людях Джамиля ценит гибкость и открытость. Именно гибкость и коммуникабельность помогли ей находить оптимальное решение в разных ситуациях. Кроме знаний языков, очень такой важный скилл, это навык, здесь в Америке называется soft skill. Это навыки, мягкие навыки, это навыки общения. Это в Америке самое главное при устройстве на работу, на любую работу. Если вы владеете, здесь даже есть такой предмет, вот когда я училась на свою профессию в IT, у нас был отдельный предмет по soft skill. Они нас учили по менталитету американцев, как нужно разговаривать, как проходить интервью. И в целом эти знания мне пригождаются каждый день. Каждый день, когда я встречаю новых людей, когда я иду или там мне предлагают новые проекты, а давай здесь участвовать, давай тут. У меня уже есть некий стержень, такая уверенность, которая я не боюсь уже говорить «да» новым возможностям, потому что мы выросли в Кыргызстане, и у нас не учили этим навыкам в университете. Получается, что это самое главное. То есть ты можешь быть слаб в каких-то технических данных или в своей профессии, если ты, допустим, слаб в какой-то сфере, но у тебя хорошие навыки коммуникации, то ты не пропадешь. Кыргызстан жөнүндө көп айтып берем. Бизде митингдер болот да. Митингден кийин сүйлөшкөндө айтып берем, баягы улак тартыш, анан тойлорду кандай өткөрөбүз, национальный тамактарды айтып берем. Бозо кандай жасалат. Постоянно сурашат да. Кыргызстанда кандай, анан бир жолу слайд-шоу кылып, Кыргызстан флаг, анан кийимдерди, кыргыз кийимдерди, баягы элечек ошолорду көрсөткөн. Аттар менен сонун сүрөттөрдү табып. Билишет алар Кыргызстан жөнүндө көп эле. С американцами я научилась быть, наверное, более раскрепощенной и уметь разговаривать на разные темы. Есть такой еще, называется small talk, это как короткий разговор. Вот вы можете оказаться, допустим, в очереди вы ждете, или вы сидите в зале ожидания, допустим, и вы там с американцем стоите, и есть такие small talk, это когда вы перекидываетесь пару фраз. Как дела? Ой, погода отличная. И это тоже то, чего наша культура не учит, но я бы посоветовала вот смотреть на YouTube, посмотреть, как смолтоки делаются, и очень
много возможностей открывается, потому что при таком коротком small talk, при коротком разговоре вы можете найти что-то крутое для себя. То есть вы даже можете в новый проект так войти. Еще есть у нас в школе, в IT-школе учили lift pitch. Lift pitch — это когда вы поднимаетесь там, у вас есть сколько? 60 секунд. И за 60 секунд вы должны себя продемонстрировать так, чтобы собеседник заинтересовался и предложил вам какой-то крутой оффер. То есть вы должны в 60 секунд вложиться и рассказать о себе, кто ты и что ты делаешь, почему ты крутой. 35-летняя Джамиля Каипова в числе наших соотечественников, которая успешно развивает свою карьеру в США, занимая хорошую должность в мировом банке. Когда я искала работу, мне звонили различные компании, и когда я получила звонок с Федерального резервного банка, честно сказать, я немножко испугалась. Федеральный резервный банк, и как первая моя компания, я думала, может, я поработаю где-то и дальше могу устроиться, но решила рискнуть. Я интервью прошла с первого раза, мне сразу предложили оффер, и попалась мне очень хорошая команда. Вот, получается, был контракт на 6 месяцев, и так как им понравилось, как я работаю, они мне сразу предложили full-time позицию, это как на полную ставку. А сколько лет уже там работаете? Уже 4 года. 4 года. Жүргөндө баягы американец американский оюн жөнүндө сүйлөшкөндө анан обязательно мени сурашат да, Кыргызстанда кандай национальный эмелер бар депчи. Ошондо айтып берем, улак тартыш, анан чүкө менен ойнойт элек го. Ошол оюндарды айтып бергем. Кызыгат, таң калышат да, таң калышат. Былтыр кыз узатуу кылганда ошон сүрөттөрдү көрсөтүп, бизде баягы салттар бар го, ошолорду көрсөтүп, видеолорун көрсөткөм. Мактанам, мен Кыргызстанданмын, анан ушундай деп көп айтып берем. Любимая работа, свой дом и, конечно же, семья. Семья для каждого – это те самые любимые и родные люди, которые были с ней везде и всегда. Джамиля занята на работе, а для дома остается все меньше времени. Однако ее и сейчас, как и много лет назад, поддерживает и помогает во всем ее мама, самый близкий ей человек. Привет! Аланчик, как ты? Это моя мама. Кандай турасыздар? Телеканал Пирамида бүгүн силерде конокто. Жакшы, рахмат, өзүңүздөр. Кандай турасыңар? Жакшы. Чикаго шаары кандай? Жакшы. Добро пожаловать в наш дом. Я очень рада, что вы приехали к нам в Шамбург. Вот это моя семья, супруг Эльтуран, мама и мои детки. Очень приятно. София, Алан, Софии 7,5, Аланчику 6 лет. Вот. Мой супруг работает так же, как и я, мы семья айтишников. А, да? Да. Так как у нас дети, мы семейные люди, мы решили, что самый наилучший вариант это будет покупка дома. И мы выбрали лучшее время, это когда ковид начался. Мы купили этот дом, очень мне нравится, просторный. Сзади такой красивый двор, есть такая маленькая игровая площадка для детей. Вот. Мы в этом доме уже 2 года живем. Хороший дом, я так люблю свой дом, просторный и для детей наилучший вариант. У нас классный задний двор, сейчас вам покажу. Вот он. Вот этот. Да. 2 уровня, 4 спальни, 3 санузла.
полюбить Чикаго, который уникален своим разнообразием во всех сферах жизнедеятельности. Ну а нашим соотечественникам несложно адаптироваться не только в Чикаго, но и в других городах США, потому что кыргызстанцы трудолюбивы, но самое главное – придерживаются семейных ценностей. Не исключение и Ильтуран Каипов – программист, профессионал, специалист в сфере информационных технологий, а по совместительству любимый муж, отец и просто хороший семьянин. После того, как она обустроилась, начала уговаривать меня, типа, вот тебе надо учиться. Вот, все-таки решился, отучился, закончил буткэмп, вот, и устроился на работу. Сейчас работаю QA-инженером Sony PlayStation. Если вы играли когда-нибудь Sony PlayStation, наша компания занимается, именно моя команда занимается тем, что мы создаем платформу для customer service. Получается, все, кто играет в PlayStation, они создают свои профили. Если вы играли, у вас есть свой профиль, я вас могу спокойно найти, какого вы года, сколько у вас денег на счету, какие игры играете, сколько часов играете. Вот. И именно вот этой платформой занимаемся. И основная моя работа – это тестить эту платформу, вот, чтобы она работала во всех странах одинаково. Единственная разница – это вот на разных языках. Вот. Мы в основном тестируем на японском и на английском. Вот. На английском получается почти вся Европа, Япония, на английском и на японском, и Америка вся полностью, Америка, Канада. Вот наш охват идет, да. Заниматься любимым делом, иметь семью и содержать дом в Америке – это показатель успешности и самодостаточности. И именно в Чикаго находится самая большая кыргызская диаспора. И именно они активно участвуют в общественной жизни нашей страны, применяя все свои навыки и знания, полученные в США. Разные люди, разные судьбы, но есть одно общее. Все они из Кыргызстана, и все одинаково любят свою родину. Я думаю, главное – это перебороть и перешагнуть вот, через, если какие-то есть барьеры, перешагнуть и главное начать. И дать себе волю до конца все это довести и приложить усилия, чтобы все, что вот, обучает нас, например, на буткемпе, полностью все это изучать. Например, если вам 3 часа дали на обучение, то еще 6 часов потратить дома отдельно на себя, вот тогда будет результат. И тогда будет хороший результат. Вы можете найти хорошую работу на хороших условиях. Вот. Я хочу пожелать молодежи Кыргызстана, чтобы вы учились, шли к своей цели и ничего не бойтесь, потому что в этом мире сейчас все возможно. Вот мы стоим в центре Чикаго. 8 лет назад я и не думала, что я буду здесь жить. Вам желаю хорошей учебы, процветания, чтобы вы добивались своих целей. Дорогая Джамиля, спасибо, что согласились участвовать в нашем проекте телеканала «Пирамида». В этом году телеканалу исполнилось 30 лет. Один из коммерческих телеканалов Кыргызстана был это «Пирамида». В связи с этим мы хотели вам вручить наши небольшие подарки, которые привлечены к нашему 30-летию. Это вот такие брендовая футболка «Отуз жылдеген». «Отуз жылдык» как раз этот. И это вот очень качественные платочки из компании «Платки Бишкек». Носите на здоровье. Спасибо. Это наши небольшие подарки. Спасибо. Еще раз спасибо.